Включаем, во-первых, электричество. Сначала начинают работать воздушные компрессоры. Они делают следующее. Они нагнетают воздух сюда. Потом включаются насосы-дозаторы. Ключевые элементы установки – 2 трубопровода. Один контрольный, с его помощью сравнивают живую воду с обычной, другой с магнитным аппаратом, в котором и заключается вся суть проекта. Заполняем первые мерные условия. Тоже до определенного объема. Здесь, то есть на контрольном и на трубопроводе с магнитным аппаратом. И так несколько раз подряд. Эта процедура помогает подобрать наиболее подходящую скорость магнитного аппарата. Ученые утверждают, что вода обладает памятью. То есть, если ее пропустить через такую установку, то свою амагниченность она будет сохранять на протяжении 10-12 часов, а сразу после станет обычной. Основным полезным свойством амагниченной воды, например, для полива сельхозкультур, это, как вы правильно сказали, ускорение роста растений и повышение урожайности. То есть для зерновых на 13-15%. А для помидоров, баклажанов, гороха, клубники, свеклы до 45%. Исследованием полезных свойств амагниченной воды Николай Кавелин начал заниматься еще будучи студентом. Тогда вместе с единомышленниками он проводил опыты на полях белокочанной капусты. Эксперимент показал, что урожайность овоща выросла на 17%. Став преподавателем, он вновь вернулся к исследованию. Теперь контрольные поливы проводит прямо у себя в огороде. Я беру этот аппарат как бы в аренду и у себя поливаю через шланг. Ага. Насколько больше помидоров стало? Ну, где-то процентов на 30. По сравнению с аналогами при малых габаритах у этого аппарата на 50% выше мощность. Сейчас установка кажется габаритной с множеством сложных элементов. Но пока это лишь экспериментальный образец. Когда ученые доработают проект, аппарат будет выглядеть примерно так. Кстати, это предшественники современного устройства. Это элементы старых магнитных аппаратов. Ими пользовались в начале 90-х годов. Сюда вставлялись прижимные планки, а между ними размещали магниты. Сегодня они считаются устаревшими, поскольку сейчас используются более современные материалы. Более современное и менее громоздкое устройство выглядит так. Установку разместили в лаборатории водоподготовки и водоснабжения. Работают с ней и студенты. В рамках учебных часов они исследуют изменения воды под воздействием магнитного поля. Причем делают это не только в разрезе мелиоративного профиля. Ну и, скажем, изучать, каким образом проходит очистка воды под воздействием магнитного поля. Такие уже наработки у ребят есть. Есть ряд магистерских работ, значит, по изучению этих вопросов. Поэтому весьма успешно этот аппарат используется и в учебном процессе. Опытами, в том числе и студентам, преподаватели доказывают, что амагниченная вода совершенно безопасна. По оптимистичным прогнозам, на рынок аппарат выйдет через 2 года. Гульнара Сидикова, Ильшат Давлетбердин, Столичные новости.